Ну что, ребятки, мы в Москве. Специально для вас я приехал на денек буквально для того, чтобы встретиться с человеком, который когда-то проживал у нас в Удмуртии. Сейчас он работает в большой международной фирме и готов с нами поделиться небольшими секретами. Его зовут Артем Медведев, и сейчас мы с ним встретимся. Вообще штука интересная. Человек написал мне буквально неделю назад, что когда уезжал с нашей малой родины, с Удмуртии, знал, что есть Ганьков, есть много наших хороших, важных исполнителей, как Анна Плотникова, а про электронику ничего не слышал. И тут буквально ворвался в интернет, увидел Максимуса, который делает видеоролики с озвучкой. Братишка, ты удмурт, что ли? Отпусти его, своих не трогаем. И наткнулся на нас с электроникой. Ему стало интересно, и он предложил нереально крутой подарок на фестиваль. А вот Артемка подтянулся. Здесь бурить, братка. Артем, Влад. ну что, будем знакомы, надеюсь, подружимся. Да, я без перепеч. У нас лучше похожая камера, у меня точно такая же, Сонька. Давай, Артем, рассказывай, святая святых, где мы? Находимся мы в офисе компании «Деловая Русь». Как видно, что фирма занимается инжинирингом в сфере общепит. Короче говоря, снабжаем открывающиеся рестораны, вставляешь сюда рожок, наполняешь кофейком, пробиваешь его. Короче говоря, она работает как компьютер, и программа даже может загружать по флешке через USB. Чашки у тебя стоят здесь, они подогреваются, потому что когда ты делаешь кофе, именно крафтовый кофе хороший, важно, чтобы у тебя чашка была тепленькая, чтобы жидкость не остывала, когда ты наливаешь ее внутрь, потому что как только она температуру теряет, там хотя бы 5-7 градусов, у эстетов уже вкус не тот. Артем сейчас нам проведает историю, как он из Удмуртии перебрался в Штаты. Но скоро переберется, я надеюсь, и скоро мы вместе с вами поедем туда. Но давайте начнем с самого начала. Вот расскажи, прям с чего все началось. Жил я в Удмуртии, хороший регион, отучился в университете, на старших курсах начал пытаться крутиться и вертеться, там, бизнес какой-то начинать. В 2009 году все мои попытки начать бизнес так, медным тазом накрылись, потому что пришел к нам веселый кризис, а еще цемент продавал. Прикинь, я такой хлюпенький, цемент, мешки по 50 килограмм. После цемента открыл ледовый каток в Устиновском районе. Был такой не очень большой каток, Катучи. Он проработал, по-моему, до 2011 года. Вы открыли каток и на нем зарабатывали? Да, на входе, на прокате, на чайке, кофейке, мафейке и так далее. Но проблема была в том, что зима-то у нас только зимой, а летом-то как-то площадку нужно использовать. И я подумал, аттракционы нужно там поставить. И вот я тогда озадачился тем, что нужно поставить там всякие электромашинки, батуты, шматуты. И туда нужно было еще поставить попкорн, вату. Начал заниматься сладкой ватой. Выезжаешь на праздник со сладкой ватой. С каждого праздника десятка. Ты приехал в 8... В рублях, ребят, в рублях. Да. Все в рублях. Приехал в 8 утра, уехал в 3 часа дня. Привез домой 10. Зарплата на тот момент, там, в 2010 году в Ижевске в 20-25 считалось просто... Я думаю, блин, да тут можно за 2 дня заработать столько же, сколько у меня там папа за месяц зарабатывает. Думаю, это же отлично! Но потом оказалось, что в Удмуртии ватой заниматься тяжело. Вообще в Удмуртии тяжело заниматься бизнесом. Все нормальные бизнес-темы в Удмуртии заняты. Самое интересное началось тогда, когда я понял, что Удмуртию и Ижевск надо любить на расстоянии. Это зона, где мы сейчас с тобой находимся, тут куча железяк стоит. Почти все железяки – это собственное производство. У компании есть 2 завода, один в Питере, один в Твери. Вот это то, что делается в России в основном, и экспортируется потом в большое количество стран, ну, примерно там 40, 46, я не помню точно, какое количество стран. С виду, казалось бы, ничего сложного нет, но, оказывается, в мире только 3 компании производят эти шкафы, эти ящики, и не потому, что они не могут их производить, а потому что не хватает компетенции. В чем прикол? Это же простая коробка. Коробка с полками. Да. Удобство. Вот такая коробка повышает продажи в кинобаре в среднем процентов на 35. То есть вот такие красивые дисплеи, в которых все подсвечивается. Продукт выглядит красиво, продукт хочется взять, продукт выставлен, очень важно в ресторане или в кинобаре создать эффект дорого-богато. Когда у человека есть впечатление, что о, тут много выбора, тут все очень круто, интересно, он, естественно, все это хочет купить. Как ты переехал? Ты мне расскажи вот эту историю. Ты поднял бабки на Гвате. Да. Купил квартиру в Краснодаре. Да, переехал туда. Я Краснодар выбирал по нескольким параметрам. Во-первых, для ваты там рынок лучше, там же пляжи. А во-вторых, климат, у меня тут аллергия небольшая на холод. И мне врач посоветовал, когда я замучился с тем, что зимой все чешется, кожа облупляется, трескается и так далее. Он говорит, так, вам нужно переехать куда-нибудь там, Монако, Сочи, Флорида. Но с Монако не получилось, Флорида, она вот только сейчас в планах. Я решил, что надо в Краснодарский край переехать. И я, короче, в Краснодаре пожил несколько лет, и меня сюда на работу задумали. Любая фастфуд-сеть – это отличная школа для рестораторов. Как только приходит фастфуд-сеть, она не только сырье здесь
покупает, она людей использует, которые в этом же регионе живут. Никто из Москвы не будет ездить в Макдональдс работать. Соответственно, когда она открывается в условном Шаркане, сеть, она берет шарканских чуваков, и у них резко уровень обучения растет, потому что любая сеть проводит мощные программы обучения, и люди изучают технологию о том, как нужно правильно работать. Они узнают, что такое ХССП. Это система безопасности, система стандартов. Они понимают, что такое санитарная книжка, что ее не так сложно получить, что в перчатках надо работать, что волос надо убирать и многие другие вещи. И потом, когда какой-нибудь талантливый удмурт, поработав в Макдональдсе 3, 5, 6 месяцев, решит, что я открою свой фастфуд на перепечах, это просто... Странная вещь. Я не был в московском зоопарке с момента переезда в Москву. Я не был в московской Третьяковской галерее. Я вообще нифига нигде не был. У меня племянники приезжают там на 2-3 дня. Они успевают везде побывать. Там в Black Star Burger сказать, я не был. Сочные, мощные, вкусные, сочные, мощные. А96 выдача в конце зала. Точно можно аппетита. Я не был в курочке Ромы Куценко. Она уже закрылась. Так вот, она уже закрылась, я там все еще не был. Ребят, вы помните, когда я сходил к Роме в курочку, как я его хвалил, нахвалил, с Ромкой поговорили, пожелали ему удачи, а он закрылся через 3 месяца. Ты многих людей сподвигаешь. Ты на самом деле красавчик большой. Ты пятюня вообще. У нас очень много было ресторанчиков, которые пробовали запускать удмуртскую кухню. Они проигрывали не потому, что продукт невкусный. Они проигрывали, потому что они технологию не совсем понимали. Технология, позиционирование. А технология на что влияет? На фудкост. Если у тебя правильная технология, у тебя фудкост такой крохотный. Плюс, если у тебя крохотный фудкост, ты можешь недорого продавать продукт. А у нас получалось так, что национальная кухня была очень дорогая. Перепечи, кафе Перепечки на Удмуртской 304. А обалденные перепечи были у Семенова Семена Семеновича. Просто зашибись. Хорошее тесто, хорошие начинки, но ждешь ты его долго. Плюс каждый перепечь по полтиннику. Не каждый может себе позволить. В итоге кафе закрылось. У меня бывают рейсы, знаешь, Лос-Анджелес, Москва, Москва, Ижевск, Ижевск, Агрыз. И я, в 6 вылетаю мая, чтобы 8 уже с лопатой херачить, сажать картошку. Вот у тебя контраст. Вообще контраст. Раньше там в Советском Союзе говорили Москва, Кассиопея, сейчас Лос-Анджелес, Агрыз, прямой рейс, можно сказать. Этот контраст, когда ты из бизнес-лаунжа такой выходишь, садишься в экстра спейс места, у меня же золотая карта Аэрофлота, прилетаешь такой на Казанский вокзал, там уже такой народ попроще, садишься в плацкартный вагон, такой тудух-тудух, тудух-тудух, и потом на такси в Барсе из Ижевска херачишь в Агрыз, а в Барсе уже, сам понимаешь, газелька, сидишь с чемоданами, с кучей чемоданов, у тебя там такие наклейки еще цветастые, в Агрыз приезжаешь на вокзал, и те такие, ну чё, поедем что ли на город, ты говоришь, сколько? 70! Думаешь, поехали, $1. Прыгай в тачку, нам как раз по пути. Приезжаешь в любой город в Штатах, вот везде есть у них журналы, мол, куда можешь сходить в Чикаго. Как туристический маршрут. Да. Глянцевый, красивый, аккуратный. И когда ты смотришь, куда можно сходить в Чикаго, какие там у них есть варианты, насколько все аккуратно сделано, какое большое количество гостиниц и всего прочего, уровень развития городской среды, дороги, кафетерии, заведения и так далее, он прям намного выше нашего. Да, но Удмуртию я люблю. Вообще офигенный регион, просто как-то не получается его любить изнутри. А вот я когда уехал, я прям ее издалека так сильно люблю. У меня чашка, удмуртская, носки, удмуртские. Кстати, это Чуковский. Сын земли удмуртский, наш свой водячок. Этот парень назвал меня водяком. Ну-ка, давай показывай. Носки удмуртские? А я же вообще патриот. Там мне раньше эта культура, знаешь, была лесом не нужна. Я был озабочен тем, что у меня столько командировок, я такой из себя крутой мотаюсь по миру, у меня там еще недвижимость надо управлять, работой надо заниматься, бизнес уже. У меня времени не было на культуру. Но потом, когда ты какую-то сумму денег заработал, что-то подуспокоился и дела разгреб, там нанял помощников, ассистентов и уже не так сильно занят, начинаешь понимать, что ведь есть что-то кроме денег. Вот ты приходишь домой, у тебя там сыночек, ты думаешь, окей, сыночек, у меня 16 лет сыну, надо прочитать тебе книжку. Ты же ему книжку читаешь какую-нибудь там, чаще всего американскую, или там в кино ведешь американское, думаешь, а я хочу, чтобы у меня ребенок-то вот на таких книжках рос. А я хочу, чтобы у меня ребенок что-то знал про мой регион. У меня в детстве, когда учился, у нас был журнал Тижели. Хотя бы просто знать, что Ижевск, это Удмуртия, что есть еще 5 больших городов, что есть Табани, Перепечи. Сын у тебя знает русский язык? Конечно. А по-удмуртски?
Вообще ни слова, вообще от слова совсем ноль. Я хотя бы еще учил в первые 3 года в школе языки, вот удмуртский. Для меня вообще странно, почему мы в Удмуртии можем изучать иностранный язык русский, мы можем изучать без проблем иностранный язык английский, там немецкий, а родной язык удмуртский мы не учим. Языка не будет, все, нам капец. Мы чем будем отличаться от этой серой массы, которая называется «мы глобализированные люди»? Ничем. Какой самый дорогой стейк в любом стейкхаусе? Рибай, ну или сирлоин. То есть приходишь в московский стейкхаус за там 2,5-3 тысячи рублей, тебе сделают офигенный рибай. Но для того, чтобы сделать такой стейк, нужно иметь большое количество людей, которые могут себе это позволить. А у нас 6-й год, покупательская способность куда летит? Это антикризисное предложение. Печка работает при невысоких температурах, ну буквально. Она томит мясо при температуре 80 градусов в ночь. Загружаем сюда, напротив них, так называемое не очень хорошее мясо, альтернативная труба. С жилами, с хрящами, с костями. Ночью при температуре 80 все эти хрящи растомляются, они становятся мягонькими. К утру ты приходишь в ресторан, у тебя тут 45 килограммов альтернативного отруба растомилась, ты просто достал с противня, порционируешь на кусочки, кидаешь на гриль, 2 минуты, минут с одной стороны, минут с другой стороны, и у тебя почти что рибай поджарился, но только рибай стоит, ну, там 700 рублей за килограмм, а альтернативный отруб может стоить 200-250. Если ты это заметил, просто я так, знаешь, что думаю, опять же, как Максим говоришь, знаешь, что я думаю, то в Ижевске-то эстетов не особо много. Это как про 2 таблетки, Баджи Мамак или Туш умный. И что люди обычно выбирают? Другие что выбрали? Ну, скажем, особо умных среди нас нету. Хочу ли я, чтобы у нас в Удмуртии появились ребята, которые скажут, а давайте сделаем фастфуд на перепечах? Хочу. Хочу ли я, чтобы у нас было модно ездить в Шаркан, на горных лыжах кататься? Хочу. Для расширения горизонта я вот очень хочу, чтобы исполнитель песни на мужском языке хороший поехал, который вы выберете, победитель номинации какой-нибудь, приехал ко мне, я ему оплатил полностью командировку, поездку, питание, завтраки, ужины. Ребят, вы это слышите? За удмуртскую песню. Объявляем конкурс, да, за хорошую удмуртскую песню. Мелодично. Артем также будет в качестве жюри. Вместе все будем сидеть, отслушивать. И за первое место это путевка. Но есть условия. Это будет стимулом для других людей больше писать, креативить контента. Ну, кидаешь камешек такой в воду, и от него идут круги по воде. Вот не хочешь такой камешек кинуть, чтобы круги пошли. Это будет отличный стимул. И я буду очень рад, если у нас в первый раз все получится, и его сделать регулярно. Ребят, ну вот и все. Спасибо Артему Медведеву. Запускаем конкурс и ждем его на нашем фестивале. Ну а вы уже прямо сейчас начинаете писать песни качественные, оригинальные. И удача улыбнется именно вам. Встречаемся на Open Air Иктоника 19-20 июня на Шарканской земле в усадьбе Толбабая. Билетики по ссылке в описании. Всем пока.